Удивительное чувство ритма, зажигательные движения и, главное, суперпозитивный настрой. Яркие танцы Сыктывкарки на концерте просто не могли остаться незамеченными и покорили Сергея Лазарева. Артист назвал Лидию Улешову главной звездочкой вечера и даже связался с ней лично, чтобы выразить свое восхищение и пожелать здоровья и долгих лет жизни. Огромное количество, конечно, комментариев, многомиллионные просмотры этой замечательной женщины, которая танцевала, бабушки, которая танцевала у меня на концерте. Мы, конечно же, ее разыскали, мы, конечно же, узнали, кто это, как ее зовут Лидия. У нее очень непростая судьба. Вот уже много лет Лидия Витальевна старается не пропускать концерты любимых исполнителей. После выступления группы «Атауан» в 2017-м федеральные СМИ прозвали ее рок-бабушкой. А в 2019 году пенсионерке посчастливилось танцевать на одной сцене с Филиппом Киркоровым, который величает себя королем отечественной эстрады. Биться сердце стало чаще. Она поймала свое счастье. Под ритмы Ибицы кружилась и влюбилась. Тогда ролик набрал больше 1 миллиона просмотров, а Лидия Витальевна стала настоящей диско-бабушкой, без которой трудно было представить какой-либо концерт. «Руки вверх», Леонид Агутин и даже День молодежи в столице Коми. Она всегда в первом ряду, улыбчивая и энергичная, задает настроение мероприятию и с легкостью может дать фору подрастающему поколению. Я люблю рок-музыку, хит люблю. Это зажигательно люблю сильно. Я с детства чего мечтала. У нас приезжали корреспонденты в клубе, сказали, кем дети стали, я хочу петь, танцевать. Я всю жизнь мечтала танцевать и петь. Я с барабаном тоже увлекаюсь. Детство, там ездила в деревню, там все барабанами. 16 лет увлекался я барабаном. Раньше гармошка, да, это была, как балалайка была, а сейчас все уже, потом стала жизнь еще зажигательной рок-музыки стала. Впрочем, несмотря на такую, казалось бы, яркую сценическую жизнь, пенсионерка живет скромно. Она одна, и пенсии едва хватает на съем небольшой комнаты, в которой нет возможности принять душ или приготовить еду. Помогают волонтеры. Лидия Витальевна нам никогда не говорит про свою судьбу, поэтому… Да, у меня жизнь вертоножками ходит, вертоножками. Вертормашками? Да. Сергей Лазарев обещал помочь пенсионерке с жильем. Впрочем, история Лидии Витальевны тронула многих поклонников артиста, а еще других звезд эстрады. Так, Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, а в прошлом наша землячка, пригласила диско-бабушку к себе в гости, а организаторы концертов к себе на мероприятие. Большое количество телеканалов, различных изданий тоже звонит мне и спрашивает, чем могут помочь, просят контакт. Генеральный продюсер телеканала РУ-ТВ Михаил Богомолов позвонил мне и сказал, давайте пригласим ее на премию РУ-ТВ, покажем ей, потому что у Лидии Витальевны была мечта попасть в Москву на какой-нибудь большой концерт. И вот я уверен, что эта мечта исполнится. И пока звезды отечественной эстрады вовсю приглашают Лидию Витальевну на свои концерты, она сама, кажется, уже успела стать знаменитостью. Ее узнают на улицах, просят сфотографироваться и говорят, что восхищаются ее умением идти по жизни весело и с танцем, несмотря ни на что. Ой, а можно с вами сфотографироваться? Селфи знаете, как делаем? Как вас зовут? Лидия Витальевна. Лидия Витальевна, это же вы теперь звезда. Ксения Лосева, Антон Булаев, Павел Люлянмин, телеканал Юрка.